Совещание началось с обсуждения проблем, с которыми чаще всего сталкиваются перевозчики. Харун Дударов, один из водителей по маршруту Кантышево-Далаково, озвучил свои опасения по поводу недостатка поддержки и ресурсов, необходимых для обеспечения качественного обслуживания пассажиров. Транспорт еле-еле мы держимся. Атаха, да, хакала, хиваж, автобус, новую газету, жла, хайта. Вам касается парохода. Тон выгод яхтяна, толхожи, энер толхожи, автобус. Юхожи, каждый день юхожи. Это вопросы. На вопросы отвечают представители Минпромышленности региона, которые отметили, что для начала нужна лицензия для перевозки пассажиров. Нам рекомендовано руководству 10 автобусов малого класса нашли возможность и вывели на маршрут для обеспечения населения вот этих указанных населенных пунктов в соответствии с теми разрешительными документами, которые выдало министерство. Проблемы с общественным транспортом в Ингушетии есть. Их нужно решать совместно, отмечает исполняющий обязанности министра. Этот вопрос Адам Кукурхоев взял на личный контроль. По его словам, главное, чтобы перевозчики предоставляли свои услуги качественно, своевременно и надежно. Транспорт должен обслуживаться и отвечать требованиям ГОСТа. За ноябрь мне распечатали обращение 1, 2, 3, 4 страницы. Ни одного вопроса по промышленности и цифры. Все по транспорту. Предложение руководителя Минпромышленности перевозчики активно поддержали. Они готовы сотрудничать в вопросе решения проблем. Совещание должно стать важным шагом на пути к созданию более эффективной и безопасной транспортной системы в Ингушетии. Назрела необходимость внести какие-то коррективы. И я думаю, вот свежая сила, свежая кровь, да, именно в наше министерство, мы должны быть именно локомотивом в этой системе. Основная цель, планы – это приведение нашей деятельности в правовое поле. Министр также поделился планом по улучшению общественного транспорта. Он включает в себя модернизацию парка автомобилей, повышение уровня безопасности и комфорта для пассажиров, а также запуск более удобных маршрутов. В этом году уже на маршруты вывели 70 новых автобусов, плюс еще 30 единиц купленные. Они начнут разъезжать по своим маршрутам уже в следующем году. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.